посольских книгах называет, в общем-то, в принципе, выходцев вот из всех постордынских государств. И Большая Орда, и Крымское ханство, и Казанское ханство. И в целом кажется, что это именно вот такой обобщающий термин. Но если мы с вами будем внимательнее рассматривать ногайские посольские книги и вот этот первичный период знакомства русских с ногаями, то можно столкнуться с той ситуацией, что как раз для них первоначально русские документы, русские приказные деятели и термин татарин как бы и не используют. В частности, они пишут о ногайских послах, хан Нибака называют бессерменским государем. В 1490 году в русско-ногайской посольской документации ногаи вновь, опять же, не называются татарами. Татарин — это великокняжеский гонец, что понятно, но при этом, конечно, отмечает, что грамота написана татарским языком. Это исключение сделано для ногаев, лично мне представляется важным. Дело в том, что в посольских книгах этого периода татарами, как еще раз возвращаюсь, называют жителей Казани, Большой Орды, Крымского ханства. Можно сделать вывод, что для русской посольской документации, в принципе, сделать термин татарин был привычным способом описания для всех постордынских обществ, но вот при этом в случае с ногаями деяки и подьячи великого князя выдержали некоторую паузу, то есть они не сразу начали распространять этот термин на них. Можно посмотреть на стратегии описания этнополитических реалий на пространствах распадающей Золотой Орды авторов других источников. Для этого я, собственно говоря, обратился к материалам митрополичьей канцелярии, формулярном изводе послания митрополита Московского всея Руси Филиппа великому князю Ивану III, отправившемуся в поход на Казань. Население Казанского ханства в данном церковном по происхождению документе определялось как гагаряне. В послании архиепископа Ростовского Исиана Рыла великому князю Ивану III используются следующие эпитеты: бессермены, бессерменство, окаянные сыроядцы, а вот татары упоминаются лишь единожды. Хотя в целом для официальной летописи как раз характерно именно упоминание термина татарин. Ногаи выступают в это время как самодостаточное название именно для этого народа.